Доброе утро, республика! Вы смотрите программу «Утро Якутии» и с вами Полина Долинская. А на календаре 7 июня, вторник. Настраивайтесь вместе с нами на новое позитивное утро и, конечно же, заряжайтесь хорошим настроением. Ну и не забывайте о способах обратной связи. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутия», следите за анонсами, конкурсами, задавайте свои вопросы нам и нашим гостям, а также можете кого-нибудь поздравить с днем рождения. Сегодня в нашем эфире мы с вами поговорим о том, как правильно питаться в наших особенных климатических условиях. Своими рекомендациями по выбору настольной книги даст еще и главный библиотекарь Нерюнгринской библиотеки. Также научим вас одному очень важному правилу в русском языке и расскажем, как благодаря санкциям открыть успешный бизнес. Все это ждет вас в ближайший час, а теперь мы узнаем о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 12-21 градус со знаком плюс, в заречной группе 15-21 выше 0. В южных в это утро в Алдане и Нерюнгри плюс 14 градусов. В Вилюйской группе 9-15 со знаком плюс, в Нижнеленских 15-18, а в западных 8-9 градусов тепла. В Колымо-Индигирской группе улусов прохладнее в это утро в Чукурдахе плюс 2 градуса и плюс 13 в Уснере. В Янских плюс 12, плюс 18, а на северо-западе 1 градус в Тикси, в Соскалахе, в Оленьке плюс 6. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 18 градусов со знаком плюс и атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный. В течение дня синоптики обещают день преимущественно без осадков. Ветер подует северный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет 29-31 градус выше 0. Не только на улице жара была и на этих выходных в Москве, где завершился всероссийский конкурс красоты и талантливости для замужних женщин «Миссис Россия Мира 2022». В этом году в конкурсе приняли участие 70 женщин со всей страны, победители и призеры региональных конкурсов. Якутию в конкурсе представили сразу 3 девушки, участницы конкурса красоты «Миссис Алдан Якутия 2022». По итогам конкурса 4-я «Миссис России» Классик стала Надежда Абрамова. Дарья Мельник получила титул «Народной мисс», и главный Зарьяна Юшманова завоевала титул «Гран-при Миссис России Мира». Отметим, что национальный конкурс красоты «Миссис World Russia» проводится уже много лет. Участниц отбирают на региональных этапах, а победительниц определяют жюри. Судьи оценивают красоту претенденток, их личные качества, отношение к семье и детям, гражданскую позицию, ну и также социальную жизнь в стране. Вы посмотрите только на этих красавиц, на наших якутянок. Я думаю, одной из составляющих секрета их молодости и красоты является правильное питание. Ведь все мы знаем, что еда служит отправной точкой для получения нами энергии для жизни. От качества еды зависит и качество жизни. Поэтому 7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевой продукции. Безопасные пищевые продукты – это когда продукты не представляют опасности для здоровья. Безопасность – дело каждого, начиная от производителя и до потребителя. Крайний север имеет уникальное животное и растительное сырье для производства пищевых продуктов. И об этом мы поговорим с нашим гостем. Константин Степанов, профессор кафедры пищевых технологий и индустрии питания Арктического государственного агротехнологического университета. Доброе утро! Доброе утро! Вот мы посмотрели, какие у нас красавицы. По ним действительно видно, что девушки правильно питаются. Да. Угу. Ну вот, у северян довольно специфический тип вообще самого обмена веществ. Ну и сами продукты питания, которые мы потребляем, они у нас своеобразные. Это очень жирное молоко, это мясо. Это как-то влияет на наше общее состояние здоровья. Ну, в самом деле у северян мы всегда говорим, да, как я, и
людьми встречаюсь, лекцию читаю, всегда говорят, у северян специфичный тип питания. Да, у нас белково-липидный тип питания, мы должны больше мяса есть, молоко. На самом деле последние годы, ну, последнее время, не только десятилетия, да, изучили ученые, очень много проведены исследования, а сейчас у нас тип питания больше подходит к европейскому идет. Это да? что он в себя включает? Потому что мы стали больше кушать углеводы, и в последнее время, ну, изучили, наша основная пища сейчас стала хлеб, хлебобулочные изделия, макаронные изделия, да, а мясо, рыба стоит на 5-м, на 6-м месте. На самом деле у нас должно быть, вот у нас традиционный тип питания, в котором вот летнее время в основном, да, начиная с весны, с большого молока начинается молочная пища, да, мы уже больше употребляем молоко, осенью уже дары природы, уже ближе к зиме уже у нас забои, у нас мясо идет, да, а потом уже запасы весной, и вот таким образом питались. Ну, работали много, двигались много, физически много тратили калорий, поэтому питались вот таким образом. Ну, как говорится, как побегали, так пообедали, да? То есть вот хорошо на охоту образом сходили, хорошо и поужинали. Но вообще национальные молочные и мясные продукты якутов, они являются традиционными продуктами питания. А правда, что за счет молочных продуктов мы как раз-таки обеспечиваем более 50% потребностей в продуктах питания. Ну, в действительности так, но последние годы, да, наши производители стали больше вырабатывать наши национальные продукты, да, на прилавках магазина в наших городах и в селах появились наши национальные молочные продукты, да, появились сливки, цорот, появились разные полуфабрикаты замороженные, молочные, да, появился свое мороженое, и поэтому молочные продукты, натуральные молочные продукты, которые есть у нас сейчас в магазинах, на прилавках, они упакованы не хуже привозных, да, и они тоже имеют достаточный срок хранения. Но мы должны знать, поскольку сегодня День безопасности пищевой продукции, что чем меньше срок хранения, тем натуральный продукт. Если больше срок хранения, там наверняка уже есть консерванты, да, которые продлевают срок хранения, или использовали какие-то пищевые добавки. А какая норма срока хранения той же самой кисломолочной продукции, мясной продукции? Есть определенная норма, есть правила, есть технические регламенты и таможенного союза, есть и технические регламенты о безопасности пищевой продукции. И каждой отдельной продукции тоже есть свои нормативы и правила. Поэтому кисломолочные продукты обычно 72 часа, да, мы пишем. И есть продукты, которые, да, они могут, ну, казалось бы, они дольше сохраняются, но тем не менее, они по регламенту, они должны сохраняться, например, не больше 3 суток. Но есть понятие срок хранения, срок годности, да, а мы, как простые потребители, всегда смотрим срок хранения или срок годности только в прилавках магазина. А дома сколько стоит, пока никто не заметит, у нас стоит. Но с молочными продуктами так нельзя делать. Летнее время – это опасность возникновения кишечных инфекций. Даже если кисломолочный продукт хранится в холодильнике? Хранится в холодильнике в каком виде, в какой температуре. Вы ее открыли, положили, да, или в целом она стоит в упаковке. Но на самом деле вы должны внимательно смотреть, до какого должны вы его употреблять и срок хранения какой. Ну, обычно кисломолочным продуктам нельзя ни в коем случае после срока хранения ее использовать. А в целом, какие бы советы по питанию вы могли бы дать вот, для наших зрителей, для нашего региона? Ну да, у нас уже вот
2 дня стоит жара, и мы быстро перешли на летний режим, да? Жару, ну, все говорят, жару не хочется есть, да, больше. Ни мяса, ни молока вообще не хочется. Ну, на самом деле, все равно летний режим у нас, мы, поскольку живем в экстремальных условиях севера, резкие перепады температуры, ну, мы зимой говорим, что нужно жирную пищу есть, да, а летом, ну, рекомендуют диетолог, надо есть не холодную, чисто питаться, да, а теплой пищей. Ну, на летнее время нужно отказаться от фастфудов, от газированных напиток. Побольше нужно постараться есть натуральные продукты. Ну, на первом месте мы всегда говорим, надо больше пить воду, да? На самом деле надо пить воду больше, морсы, компоты, да? А если даже мы употребляем просто воду, можно туда или 2-3 плода шиповника или кусочек лимона. Да? Потому что мы в жару не можем слишком сладкое пить, мы можем с кислинкой. Вот что касается как раз-таки вот, ягод, наша республика, она очень богата. А есть ли какая-то определенная норма по потреблению ягод? Норма по потреблению ягод было бы, у нас был бы избыток на столе ягоды, да? Нам бы хотелось бы хотя бы мы употребляли эти ягоды в свежем виде и хранили мы в замороженном виде, и правильно хранили, и правильно использовали. Тогда будет больше витаминов, да? У нас, да, кладезь дикорастущих ягод, особенно витамином С много шиповники, черной смородине, да, и брусника, уникальная брусника, которая содержит много органических кислот, которые нам нужны. Константин Максимович, большое спасибо вам за такую полезную, действительно, и интересную беседу в это утро. Друзья, если вы сейчас приступаете к завтраку, то приятного вам аппетита. А мы сейчас прервемся буквально. К нам присоединяются наши новостные коллеги, которые расскажут о ситуации в стране, в мире и за ее пределами. Так что будьте с нами, и после чего мы узнаем еще много интересного. Коллеги, доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Навигация для маломерных некоммерческих судов открылась в Якутске и ряде районов. С 3 июня навигация началась в Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Алекминском районах. Следующие сроки открытия навигации приходятся на 10, 20 и 25 июня. В рамках месячника безопасности людей на водных объектах инспекторы ГИМС регулярно проводят патрулирование, проверяют судоводителей. Хотелось бы напомнить судоводителям соблюдать все правила плавания на водных объектах, ну и водных внутренних объектах. Также обеспечить безопасность перевозки пассажиров, пути исследования, иметь индивидуальные спасательные средства, пройти маломерное судно освидетельствование с отметкой «годное», ну и соблюдать все правила поведения на водных объектах. Служба спасения Республики ГИМС предупреждает, купание в водоемах до открытия сезона запрещено. Так, с наступлением жаркой погоды сотни желающих хлынули на городской пляж. Между тем, официальное открытие купального сезона обычно проходит лишь в 20-х числах июня. Температура воды до сих пор ниже положенной нормы, а река еще не убыла и приносит на берег много мусора. Однако это не останавливает желающих искупаться. Чтобы обеспечить безопасность людей на водных объектах, спасатели проводят рейды. Ходим, предупреждаем людей, что сейчас купаться еще рано, опасно, и нужно еще немного подождать. В первую очередь нужно соблюдать все меры предосторожности, такие как плавать только в трезвом виде, следить за детьми, купаться только в проверенных водоемах, безопасных. Новые технологии деревообработки активно внедряют в регионе. Частично это связано с реализацией льготной программы дальневосточной ипотеки.
Дома строят не только из лафета и бруса, особенно востребованы быстро возводимые МХМ-панели. При этом не хватает профессионалов в плане деревянного строительства с новыми технологиями. Поэтому СВФУ со следующего учебного года в инженерно-техническом институте открывает новое направление. С 20 июня начинается прием документов и набор студентов на 20 бюджетных мест. Новые профессии будут обучать 4 года. Об этом говорили на круглом столе. В рамках сегодняшнего круглого стола мы будем обсуждать именно, какие кадры нужны для того, чтобы у нас с развитием деревянного домостроения именно повышалось качество. Да? И затронем моменты, связанные с строительством именно многоквартирного жилья в деревянном исполнении. На сегодняшний день у нас достаточно в мире технологий, да, которые неполные в мире у нас на территории республики используются. Да, и в этой части мы признаем актуальность именно того вопроса, который на сегодняшний день мы сегодня будем обсуждать. В приложении 2GIS будет доступна карта местности Усть-Хатын. Совсем скоро якутян ждет главный праздник лета – Эсэх-Туймады, который будет проводиться там. Карта будет доступна для пользователей в офлайн режиме. На ней будут обозначены места проведения основных мероприятий праздника, расписание и все сервисные локации. На календаре 7 июня. Какими интересными событиями запомнится этот день, мы узнаем в нашей постоянной рубрике «Даты и события». А если же сегодня вы отмечаете день рождения или хотите поздравить кого-то из своих близких, то можете писать нам на номер нашей социальной сети по номеру 914 273 44 88, либо в наш телеграм-канал. И мы озвучим это в прямом эфире. 7 июня – Всемирный день безопасности пищевых продуктов, один из праздников ООН. 7 июня – День краудфандинга в России. Краудфандинг – это народное финансирование, когда люди добровольно жертвуют или вкладывают свои деньги, как правило, через интернет, для поддержки какого-либо проекта или организации, например, для создания фильма, помощи пострадавшим от стихийных бедствий и так далее. По народному календарю сон, увиденный в ночь с 6 на 7 июня, с большой вероятностью окажется вещим, но сбудется не скоро. 7 июня 1632 года в Индии заложен мавзолей Тадж-Махал. Его строительство продолжалось более 20 лет. 7 июня 1872 года в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги. Вагон по рельсовым путям тянула пара лошадей, управляемая кучером. Такой способ передвижения использовался до перевода железной дороги на паровую или электрическую тягу. 7 июня 1883 года в Москве освящен храм Христа Спасителя. В 1827 году в этот день в Италии создан футбольный клуб «Рома». Сейчас он выступает в элитной футбольной лиге серии А. 7 июня 1990 года патриархом московским и всея Руси избран Алексий II. 7 июня 1794 года родился Петр Чаадаев, русский философ и публицист. В этот день, в 1848 году, на свет появился Поль Гоген, французский живописец, скульптор-керамист и график. 7 июня 1933 года родился Аркадий Арканов, российский писатель-сатирик и драматург, народный артист РСФСР. В 1838 году, 7 июня, появился на свет Александр Дольский, советский и российский музыкант, бард, поэт-актер, заслуженный артист РСФСР. Именины в этот день празднуют Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор и Ферапонт. Часто мы в своей речи путаем такие слова, как «обоих» или «обеих». Кстати, друзья, если у вас в жизни были такие ситуации, когда вы на этом слове попадались, то обязательно расскажите нам об этом. Но нам сейчас на помощь придет наша рубрика о произношении и правописании. Нам расскажет Анна Шкатуляк. Доброе утро, дорогие телезрители! В русском языке немало слов, которые обозначают количество. Это десяток и пятерочка, втроем и удесятерить. И среди этих существительных глаголов и наречий есть специальная часть речи, которая обозначает количество предметов или их порядок при счете. Это числительные. Числительные очень разнообразны в русском языке, и среди них есть особая закрытая группа слов, которая называет количество предметов как единое целое.
Это так называемые собирательные числительные. Это совсем небольшая группа слов. Двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восемеро, десятеро и девятеро. Хотя их очень мало, это слов, но очень много они нам приносят хлопот в речи. Например, эти существительные не сочетаются с одушевленными существительными, обозначающими лиц женского пола. То есть можно сказать трое друзей, а вот трое подруг уже сказать нельзя. Или эти числительные сочетаются с существительными, которые обозначают детенышей животных. А вот те, которые называют особей взрослых, уже не сочетаются. Иными словами, можно сказать, в доме живет 3 котенка, но сказать еще можно еще и 3 котят. А вот котов будет только 3. В доме живут 3 кота. Кроме того, к собирательным числительным относятся еще и такие числительные, как оба, обе. И эти числительные, они зависят от того, с каким существительным они употребляются. Это существительное мужского среднего или женского рода. Если мы с вами употребляем это числительное с существительным мужского или среднего рода, то тогда в косвенных падежах у нас будет основа обо, то есть с обоими мальчиками. А если с существительными женского рода, тогда будет основа обе, с обеими девочками. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Портал Ростуризма Russia Travel подготовил 133 автомобильных маршрута по всей стране. Один из них предполагает доехать до Ленских столбов. В готовых маршрутах собрана вся нужная информация. На карте отмечены локации поездки, путешествие расписано подробно и по дням. Также указано, где можно остановиться на ночь, а где можно пообедать. На выбор представлены разные по длительности поездки. Можно поехать в тур выходного дня, а можно и на все 5 дней. Так, тур «Сокровища Якутии» предлагает 2-дневный автотур по маршруту Якутск, Артадайду, Покровск, Река-Лена, Ленские столбы. При этом путешественникам из других регионов представлены способы добраться до Якутска из Москвы, Санкт-Петербурга, Нерюнгри и города Читы. Но любую, даже самую интересную поездку могут испортить такие маленькие кровососущие, как клещи. Потому что более 100 человек уже пострадали от укусов клещей в Якутии. Случаи нападения зафиксированы в 8 районах республики, а также и в Якутске. Больше всего случаев укусов клещей произошло в Ленском районе – 62, Алданском – 14, Нерюнгринском – 11 и по 1 до 5 в Якутске, Алепинском, Сунтарском, Хангаласском, Мирнинском и Горном районах. В связи с сезоном отпусков и дальних поездок на авто будьте осторожны и защищайте себя и своих детей. Ну и несколько практичных советов даст наш коллега Сергей Козюра. Одеваться, конечно, в первую очередь хорошо надо. То есть у нас, смотрите, видите, специальная вот одежда, да, она вроде легкая, заправлено все внутрь сюда и сверху еще, да. То есть здесь они, клещи, будут соскальзывать, они не будут цепляться здесь. Ну, перчатки, капюшон, это не лишнее никогда не будет. Есть, конечно, антиклещевые вот эти спреи. Ну, все-таки бывают, конечно, такие варианты, что все-таки клещ упал, укусил. Что нужно делать? Во-первых, не паниковать. Не все клещи одинаково опасны. Он может быть безопасный. Просто это выглядит немножко ужасно. Там набухает все. Не надо его пытаться вытащить. Не надо его пытаться расковырять, расчесать. Не надо мазать его керосином, маслом. Это бесполезно. Есть варианты, там, что пока со шприцов вытягивают, тоже, ну, как бы уже лайфхаки вот эти все попробованы, не работают. Единственный вариант сработался, это вот берешь нитку. У нас у всех есть аптечка, в принципе, могу показать, как это делается. Берешь нитку, просто петельку, завязываешь. Это надо делать вдвоем желательно. То есть торчащую вот эту жопку завязал, петельку завязал и крутишь по часовой стрелочке. И он просто выкручивается. И немножко тянешь, выкрутишься. Я уже так делал, в принципе, и товарищу делал, и собаке.
Ну а что касается собак, то бездомная собака обрела хозяина. В селе Барагонцы Усть-Алданского улуса бездомный пес породы лабрадор сам себе выбрал хозяина и даже добился того, чтобы его приютили. Как это случилось, расскажут наши коллеги. Жители Барагонцев этой весной не раз замечали породистую бездомную собаку на улицах села. Потерялось ли животное или его выгнали, неизвестно. Почти 2 месяца, начиная с апреля, лабрадор почему-то гонялся за местным трактористом. Тракторист, так приглянувшийся лабрадору, 10 лет работал сварщиком. Сейчас оказывает частные услуги населению. Как признается сам, очень любит домашних животных. И наверняка бездомный пес это почувствовал и настойчиво напросился к нему в питомцы. Новый хозяин дал ему кличку Харачас – Чернушка. Вначале бегал за мной, постепенно к нему привык, затем стал ходить ко мне во двор, а потом и вовсе осмелел, и теперь не отстает. Сейчас Иннокентий и Харачас – неразлучные друзья. Хозяин удивляется сообразительности и быстрой обучаемости лабрадора. Удивительно очень, если ему говорю остаться, сразу отстает и очень умно на меня смотрит, быстро всему обучается. Научил его тапочки даже мне приносить. В скором времени Иннокентий собирается заехать в новый дом, который сейчас достраивает, и радуется тому, что появился верный друг и охранник дома. Туяра Филиппова, Аял Малакотин, Владимир Копырин, Петр Аргунов, Барагонцы, Усть-Алданский улус. А жительницы Ульяновска санкции сыграли на руку. Предприниматель Елена Карлова, диетолог по специальности, разрабатывает рецепты лично. И как только на полках исчезли специальные корма для собак и кошек, ее навыкам нашлось успешное применение. Подробности в следующем материале. Владелица зооцентра в Ульяновске Елена Карлова создала и зарегистрировала собственный бренд кормов для животных. Идея производить качественное питание женщине пришла после общения с заводчиками. Непередаваемое наслаждение. Вот это чудо, 2,5 года я вылупила из яйца. Елена подчеркнула, что проблемы с поставками на фоне санкционных ограничений лишь подтолкнули ее к реализации намеченных планов. Когда с прилавков начали пропадать корма для особенных животных, кошек и собак, для женщины это стало волшебным пинком. Ой, вообще санкциям скажу спасибо, если честно. Наши российские предприниматели, они сила. Ну, я же женщина, я русская женщина, и я воспитываю детей одна много лет. И просто, не воспользоваться таким моментом и не вот этого не сделать, это преступление. По словам предпринимательницы, корм для кошек и собак состоит на 82% из мяса и готовится вручную в печи. Единственное отличие от человеческой еды – корма не содержит специй и соли. Дело-то в чем? Если мы туда будем химикаты добавлять, не каждое животное будет это есть, а вернее не будет это есть. То есть это абсолютно натуральный продукт. Единственное отличие от человеческой еды, скажем так, там только нету специй и нету соли. А так все абсолютно доступно и съедобно. Постоянные клиенты магазина также ждут новых продуктов от Елены. Один из них, Сергей Титов, рассказал, что сейчас разрабатываются жидкие витамины для животных, которые мужчина планирует приобрести для своего питомца – кролика. Новый продукт, витамины, причем удобные, потому что они жидкие. Можно это капать на корм. Сегодня мы поговорим о современных тенденциях в мире шопинга и новых возможностей. Ни для кого не секрет, что сейчас в нынешних условиях многие магазины закрываются и вообще уходят с российского рынка. И к нам во время пандемии чаще всего приходят на выручку интернет-покупки. Как это делать правильно, мы поговорим с нашими гостями. Павел Сериков, партнер компании «Озон» в Якутии, а также Виталий Кашевко, руководитель пунктов выдачи «Озон» в городах Якутск и Мирный, сегодня посетили нашу студию. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, Marketplace простыми словами, что это такое и как это работает? Если простыми словами, то Marketplace – это такой современный магазин, в котором каждый человек может заказать
ну, любой из сотен миллионов товаров при помощи мобильного телефона и интернета. И этот товар будет доставлен либо к нему домой, либо на ближайший к его дому пункт выдачи заказов. Ну, условия пандемии, они как раз-таки и помогли, многих даже выручили, и пришлись на руку каждому из нас. Да, совершенно верно, потому что нету контакта покупателя с покупателем. Можно даже организовать таким образом, чтобы курьер оставил заказ у двери, сам ушел, оповестив о заказе, и, соответственно, даже с курьером не будет контакта. Что же касается российских производителей, ведь для кого не секрет, что многие зарубежные франшизы, они покидают нашу страну. И сейчас как раз-таки у нас в основном используется импортозамещение. Российские производители предлагают свои товары как раз-таки вот в этих самых маркетплейсах. Как вот с ними обстоят дела? Да, все верно. Соответственно, Marketplace — это не только сервис для покупателей, это также сервис для продавцов. То есть, например, вот Marketplace Озон, у него есть возможность продавцам, которые работают, привозить также свои товары на пункты выдачи заказов, оставлять их, и компания будет развозить и распределять эти товары по всей России. То есть они появляются на витрине, и это уже не просто магазин в каком-то одном регионе, это магазин, который работает в рамках всей страны. А вот как можно получить доступ к этим товарам? Они доступны абсолютно всем, кто открывает приложение? Да, то есть это единая витрина, которая работает не только, кстати, в России, но и в Белоруссии, в Казахстане. Вот, поэтому витрина. Житель Якутии, открывая приложение Озон, видит точно такие же товары, что и житель Москвы, Петербурга и других городов. А можно я дополню? Конечно. А дальше, после заказа в мобильном приложении, клиент уже приходит на пункт выдачи заказов. Это современные, очень красивые пункты, где их встречают квалифицированные сотрудники. У нас даже должность сотрудника называется специалист по работе с клиентами, потому что первое, на что мы обращаем внимание, это клиентоориентированность. Но вообще, получается, в Якутию сам Озон пришел только летом прошлого года. Активно ли якутяне сейчас пользуются вашими услугами? Да, постоянно обороты растут. И сейчас все больше и больше будет открываться пунктов, чтобы территория республики была охвачена полностью, и каждый житель Якутии имел доступ к современному сервису. Примерно в правилах Озона сделать так, покрытие территории, чтобы расстояние между пунктов было примерно в 5-7 минутных шаговой доступности для каждого, для жителей районов. Да, на сегодняшний день пункты уже работают в городах Якутск, Мирный, Нерюнгри. Но это, конечно же, не предел, то есть и другие города тоже будут охвачены пунктами выдачи заказов. Ну, что отличает наш регион от других центральных регионов, это, конечно же, время ожидания доставки товара. Этот вопрос как-нибудь решается, потому что у нас от 10-14 дней, среднее количество дней, когда мы ждем свою посылку. Да, собственно, вот с прошлого года, когда вот только-только Озон разворачивал сеть свою в Якутске, это время ожидания было довольно большим. Кроме того, еще была платная доставка. За один заказ нужно было заплатить 500 с небольшим рублей. Вот на сегодняшний день, благодаря работе с транспортными компаниями, срок доставки заказа сократился до 3-5 дней. Доставка стала 99 рублей за килограмм. Вот. И это далеко еще не последний шаг, не предел, потому что Озон стремится сделать совсем бесплатную доставку, и работаем еще над сокращениями сроков поставки товара. Но еще есть такая проблема, если это был какой-то душевный порыв в момент покупки, а потом ты понимаешь в момент примерки, что это та или иная вещь тебе не подходит. Что касается возврата обратно продавцу? Это как раз большое преимущество интернет-магазинов
интернет-магазина, маркетплейса Озон. Ну, в обычном оффлайн-ритейле возврат — это всегда небольшая проблема, скажем так, и для покупателя, и для продавцов. Озон использует этот момент, наоборот, как большое преимущество. И покупатель может отказаться от своего выбора в любой момент при получении. И даже после того, как он взял товар домой, примерив, тут срабатывает такой момент, что нельзя оценить при заказе на экране, пощупать качество материала, оценить даже цветовую гамму. Все-таки мониторы искажают. И поэтому, конечно, все сделано для того, чтобы покупатель мог изменить свое решение и как максимально быстро вернуть свои деньги, чтобы сделать новый заказ. А не ожидает ли человека, когда он будет возвращать тот или иной товар, вот эта вот рутина с бумагами, какое-то дополнительное заполнение каких-то документов, отказа от вещи, от покупки? Это современные технологии, и ни одного документа при возврате, и вообще при работе с клиентами, ни одного документа не заполняется. Все происходит именно в мобильном приложении, буквально за 1-2 клика. Вот что касается еще современных технологий, ни для кого не секрет, что будущее уже наступило, и некоторые службы доставки даже используют доставку с помощью дронов. Как вы к этому относитесь? Работает ли компания Озон вот именно с такими курьерами? Могу сказать, что вот прямо сейчас, по крайней мере, официальной такой информации нету, что Озон тестирует технологию доставки дронами. Хотя Озон очень динамическая компания, она очень быстро развивается. И я не удивлюсь, если это в ближайшем будущем может случиться. Но для Якутии, конечно, есть определенная особенность климатическая. То есть здесь доставка дронами возможна только в теплое время года, которое длится 3 месяца. Поэтому вряд ли в Якутии это прям совсем скоро получит свое. Вот если говорить о жителях районов и других населенных пунктов Якутии, на сегодняшний день у нас офисы открыты только в крупных городах. То есть это Якутск, Мирный и Нерюнгри. Какие у вас дальнейшие планы по освоению нашей республики? Здесь можно просто посмотреть, как Озон ведет себя в других регионах, что происходит. И в Якутске будет вероятно, такой же сценарий. Значит, когда Озон эту территорию начинает с ней работать, то со временем на этой территории строится сортировочный центр. И этот сортировочный центр позволяет организовать, во-первых, доставку курьерам до квартир, до домов, и, во-вторых, в этот сортировочный центр будут уже автоматически привозиться товары самого высокого повседневного спроса, чтобы житель, заказав такой товар, мог его получить уже на следующий день. То есть доставка становится вообще очень быстрой. И я думаю, что это здесь, в какой-то перспективе это ждет и жителей Якутии в том числе. Виталий, Павел, большое спасибо вам за такую интересную беседу, за то, что в это утро вы к нам пришли в студию. Друзья, а мы двигаемся далее. Продукция якутских производителей с недавних пор тоже активно продается через интернет и своим качеством уже завоевывает доверие покупателей по всему миру. Онлайн можно купить даже ювелирные изделия. Кстати, о ювелирных изделиях, точнее об изготовлении, подробнее расскажет наш коллега Руслан Начиров, который недавно в проекте «Испытано на себе» попробовал себя в роли ювелира. Так что давайте посмотрим и узнаем, что у него получилось. Основной дизайн берет начало именно отсюда, то есть идет ручная работа. Сейчас мы видим сотрудницу, ее зовут Миргуяна, которая работает над очередным дизайном ювелирного изделия. Итак, сейчас я нахожусь за местом дизайнера. Как видите, очень красивые рисунки, красивый эскиз делает Миргуяна. Но у меня сейчас вот такой чистый лист бумаги. Мы его приклеим. И я думаю, мы сделаем что-то такое простое, но в то же время такое изделие, такой средней, наверное, сложности. Мы сделаем что-то в виде монетки, которая будет как подвеска. Здесь у нас будет надпись посередине, давайте сделаем 24. 4.
Здесь будет у нас написано Якутия, то есть название телеканала. Далее этот эскиз у нас пойдет в следующий отдел. Это толщина, то есть это у нас 3D графика, поэтому нужно еще и выбрать толщину монетки, да? Сейчас мы передвигаемся в другой отдел, он находится на другом этаже, и я так понимаю, что сейчас непосредственно начнется само изготовление, то есть ручная работа. Познакомьтесь, это Федор Гаврил, он является технологом, и непосредственно под его руководством сейчас мы будем изготавливать уже вручную наше изделие. С чего мы начинаем? Вот металл нам посчитали уже, вот с лигатурой. Так, вот наша заготовка. Причем, обратите внимание, она, я вот не знаю, она должна была быть радиусом 2 сантиметра. Гораздо меньше. Видимо, тут тоже какие-то есть тонкости и еще какая-то часть процесса, о которой мы узнаем. Так, вот он, серебряный слиток 925 пробы. Как видите, заготовка наша достаточно широкая, то толстая. И сейчас мы будем ее убирать до миллиметра, да? За счет этого она как бы расплющится, правильно? И постепенно... Металл должен стать красноватым, да? Угу. Так, есть. И делаю... Угу. Так, это как делаю? Вот так? Как циркулем, да? Да, как да. Так, ну как видите, друзья, почти идеальный круг. Чтобы ее выровнять, вот здесь такая небольшая наковальня и вот такая вещь, похожая на автомобильный клапан. Сильно стучу, да? Или так? Уже гораздо быстрее. Друзья, ну что, сейчас у нас вот такие вот заготовочки, уже более-менее видно. Друзья, ну что, теперь мы вновь вернулись к Сергею. Здесь в отделе дизайна мы должны нанести гравировку. Ну что, друзья, как видите, на мне уже наше готовое изделие, которое на ваших глазах, прямо начиная с бумажного дизайна, превратилось вот в такой вот элемент, который определяет наш телеканал и нашу телепередачу. Действительно очень красиво, и, друзья, более полный выпуск вы сможете посмотреть на нашем телеканале, программу «Испытан на себе». Руслан Ачиров вас посвятит во все тонкости ювелирного дела, которое он как раз-таки испытал на себе. Вот одно дело – это освоить что-то, научиться, ну а другое – это, конечно же, научить других. Было бы только желание. И в наших спецпроектах, таких как «Мы вам покажем», «Испытан на себе», мы каждый раз встречаемся именно вот с такими добродушными, искренними и любящими свое дело людьми. За что им, конечно же, огромное спасибо. И еще об одном таком человеке расскажут наши коллеги из Уснира. В поселке очень многие знают эту женщину. Мужчины, как хорошего специалиста, продавца магазина автозапчасти, а женщины уважают как рукодельницу. Мы пригласили Ирину Николаевну на мастер-класс, потому что это тот человек, который действительно любит то, что она делает. У нее эксклюзивные работы, к которым она относится с трепетом, с душой и с любовью. Про каждую свою игрушку она может рассказать прям целую большую историю. Сейчас, скорее всего, в летнее время, я так полагаю, что не очень будет большая посещаемость, но я думаю, что к осени нас будет гораздо больше. Увлекшись вязанием крючком, Ирина уже который год вяжет эксклюзивные игрушки.
Сказано, сделано. На объявление в WhatsApp откликнулось немного народу. Но если есть желающие обучаться, отступать несерьезно. Сегодня у меня девочки, которые, наверное, первый раз держат крючок в руках. Тут вот Настюшка, она у нас вообще левша. Сложно, конечно, мне сориентироваться, правая, левая рука, но у нее как бы своя методика получилась, и очень интересная, и получается у нее неплохо. И девчонки, конечно, молодцы, схватывают на лету прям. Так что сначала было сложно, а теперь вот девочки притихли, что-то в своих думочках, но зато у них получается. Конечно, с первого раза не у всех все получается, но терпение и труд, сами знаете. Обвяжу всю квартиру. Все диваны, столы, что еще там есть. У меня есть младший брат и сестра. Вот. Что-нибудь им сделаем, придумаем. Вот и образовался при Доме культуры еще один клуб по интересам. Надеемся, мы о нем еще услышим. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Ну, дальше продолжаем. Действительно, это очень полезный навык для каждой девочки, тем более, что сейчас, в 2022 году, это очень полезный навык и умение, потому что многие вещи, handmade, они как раз-таки возвращаются в моду. Ну, а на лето каждая модница, наверное, хочет связать для себя что-нибудь очень красивое и интересное. Мы двигаемся далее, к нам присоединяются наши коллеги из новостной службы, которые расскажут о событиях в стране и в мире и за ее пределами. Якутия, доброе утро. Сейчас блок новостей. Глава республики Айсен Николаев подарил Национальной библиотеке Якутии оригинальный экземпляр газеты «Известия», вышедший в мае 1922 года. В этом номере опубликовано постановление Президиума Всероссийского Центрального исполнительного комитета об автономии Якутской ССР. Ранее исторический и уникальный экземпляр газеты в фонде библиотеки отсутствовал, его долго искали, но поиск не дал результатов. Поэтому, по словам работников, это неоценимый вклад в фонд нацбиблиотеки. Уникальнейший документ этого номера газеты как раз у нас не было в фондах Национальной библиотеки, потому что газета «Известия» начала поступать в фонды только в полном объеме с 1923 года. Мы очень долго искали этот номер, именно оригинал, для того, чтобы был основной исторический источник по истории развития нашей республики. День Саилык, конкурс с таким названием, провели в Верхневилюйске. Начали с торжественного открытия коровника на 100 голов сельхозпредприятия Верхневилюйск. Участие в конкурсе приняли 9 наслегов, выявили лучших доеров, соревновались в сборе и разборе доильной установки. Прошел конкурс песен, национальных блюд и костюмов, а также зрелищный турнир по масс-рестлингу среди женщин. Не подвела и погода, было по-летнему тепло. Очень все активные, наслега все активные. Я сам участвовал, был в судейской коллегии. Но конкурс проходит очень весело, очень активно. Все рады. Сегодня праздник для всех якутян как бы. Более 500 школьников среднего и старшего звена будут трудоустроены в летнее время. Это 10% от общего количества учеников. Они будут помогать благоустройству населенных пунктов, ухаживать за огородом. Также будут задействованы в работе сельскохозяйственных кооперативов. Труд детей будет поощряться, часть зарплаты предоставит работодатель. К этой сумме прибавится материальная денежная сумма от служб занятости населения. В связи с повышением МРОД компенсация поддержки занятости детей в этом году повысилась и составляет более 5700 рублей. По временным работам у нас в основном работодателем выступает администрация муниципальных наслегов. И сейчас тоже в большей части районов работа уже начата. Дети в основном работают по благоустройству территорий. У нас увеличилась материальная поддержка несовершеннолетнему ребенку и составляет 5707 рублей. В прошлом году данная поддержка составляла 4700 рублей. Дети до 15 лет должны работать 5 часов в день, до 18 – 7 часов в день. Соответственно, по дням уже работодатель смотрит и рассчитывает заработную плату.
Теперь о спорте. Стартовал новый сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Якутию на этих соревнованиях представляют две команды 2006 и 2007 годов рождения. Большинство игроков сборной – это воспитанники республиканской специализированной футбольной школы. В каждой возрастной группе участвуют около 10 команд. И так как игры проходят по круговой системе, каждая команда должна сыграть 10 выездных и 10 домашних матчей. Последние игры сезона пройдут в начале октября. В дальнейшем планируют собрать костяк профессиональной футбольной команды. Руководство нашей республики подписали с Министерством спорта России и Футбольным союзом Российской Федерации соглашение, где написано, что в ближайшем будущем у нас в Якутии должна быть футбольная команда профессиональная. Ну, скорее всего, это будет ФНЛ-2. Это, раньше называлась вторая лига чемпионата России. Ну, мы надеемся, что вот из этих лучшие из лучших попадут в ту команду, и будут они как костяк той команды, которая, надеемся, что она будет существовать у нас. К этому часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Доброе утро! Вы смотрите программу «Утро Якутии». А новый день – это всегда свобода, и вы сами выбираете, как вам поступить и в пользу чего сделать свой выбор. А еще новый день – это время отказаться от вредных привычек. Например, избавиться от курения. Так, одним из способов отвлечься от этого недуга может стать привычка читать в свободное время. И очередные рекомендации нашей постоянной рубрики «Книжная полка». Они не только о книге популярного автора, но и как раз об издании, где содержатся советы по действующим способам бросить курить. Добрый день! Сегодня я хотела бы рассказать о новых поступлениях в нашу Нерюнгринскую городскую библиотеку. И начну я с книги прославленного писателя Юрия Корчевского «Апостол скорой помощи». Юрий Борисович написал за эти годы более 1600 книг, но все они выпущены в жанре исторического фэнтези. Это книга о враче скорой помощи, которого любезно и очень любя называют коллеги апостолом. Главный герой Павел – высокопрофессиональный врач, неравнодушный человек. И даже вне своей профессии он пытается чем может, как может помогать людям. Я надеюсь, что все, кто прочтет эту книгу, обязательно поменяют в лучшую сторону свое мнение о врачах скорой помощи. И, наверное, я надеюсь, начнут понимать всех медицинских работников. Рекомендую. Следующая книга Ален Карр «Легкий способ бросить курить». Что интересно, это не врач, это высокопрофессиональный экономист, который курильщик более 10 лет. Скажу вам страшную вещь, ежедневно за сутки он выкуривал до 5 включительно пачек сигарет. Но однажды ему это надоело, он решил заняться здоровьем и не просто бросил практически в один день курить, но и создал свою методику, о которой он и рассказывает в этой книге. Считается, что с помощью его методики именно легко бросить курить. Может быть, но статистика говорит следующее. Из 100 человек, которые обращались к этой методике, 95 смогли бросить курить. Не знаю, насколько легко, но курить они бросили. Самое главное, что говорит автор, надо следовать его инструкциям, которые он подробно выкладывает в своей книге. Не отступаться, внимательно читать. Пусть эта книга для многих станет настольной, и тогда у вас все получится. Доброе утро. Ну как, уже проснулись? Или вы еще не ложились? А может быть, у вас бессонница? Или, возможно, вы даже часто падаете с кровати? У нас найдется решение. Точнее, она найдется у ученых из Китая. Ученые из Китая изобрели умную подушку. Она умеет отслеживать качество сна и контролировать положение головы человека для наилучшего отдыха. Заряжать подушку не надо.
Питается устройство за счет трения и веса, приложенного к подушке. Она изготовлена из гибких пористых полимерных электрических элементов, которые и отвечают за преобразование движения головы и электрический ток. Подробную информацию о изобретении китайских ученых опубликовали на сайте научной организации Американского химического общества. Создатели считают, что подушка пригодится медицинским учреждениям для мониторинга показателей пациентов с шейными заболеваниями. Также гаджет поможет и людям, которые часто падают с кровати, регулируя положение их головы. Подобная разработка уже применялась ранее. Ее внедряли в одеяло и маски для глаз. Ученые продолжают искать решения с меньшими ограничениями, не ставящими под угрозу комфорт пользователя. Вот так в ближайшем будущем у нас появится возможность еще и заряжать подушку движением головы. Друзья, в любом случае, доброе утро. Я надеюсь, вы просыпаетесь вместе с нами, вместе с программой «Утро Якутии». Вы узнали много интересного, много полезного. И наш эфир был для вас действительно добрым. Мы увидимся с вами завтра, а завтра мы поговорим о новых интересных темах. Так что, друзья, просыпайтесь, начинайте день правильно. Начинайте день вместе с программой «Утро Якутия». Мы с вами прощаемся, увидимся уже завтра. Пишите к нам в телеграм-канал, рассказывайте, как начинается ваша рабочая неделя, делитесь впечатлениями от наших эфиров, а также поздравляйте родных и близких. Всем до завтра!